Тихо, тихо. Тихо. Ну-ка. Всё. Всем привет из солнечной Ялты. Сегодняшний наш маршрут будет на Айпетри. Как ты билетик потеряла? Сейчас в центр Ялты, к набережной. Пытаемся вот прорваться. Пробки. Выходной день. 4 часа дня. Температура где-то 25, что ли. О, народу сколько. В выходной день. Сейчас стоит задача выехать с набережной. Толпы людей. Все гуляют, отдыхают. Местные плюс туристы уже поприезжали на короткие деньки. Пока еще не так прям стабильно жарко. Но уже тепло. Май был такой, то тепло, то холодно. Вот здесь тяжело проехать. Прорвемся. Косолина. Косолина. Такие вот домики. То есть не домики, а ну, продают всякие аксессуары. Сейчас посмотрим, сколько там загорает людей на пляже. Ограничение скорости нам надо снять.
Приморская набережная и пляж. Сейчас поднимемся туда повыше. Сейчас посмотрим, что тут у нас происходит на пляжах. О, да тут аншлаг целый. Сейчас посмотрим. Вот такие дела тут. Красота. Все, едем на Петри. Не говори, не говори. Через Ливадию будем ехать. На МТБ наш будет весь маршрут. Турбо мы использовать не будем, потому что на турбо нам может не хватить. Подъемчик пойдет сейчас. Небольшой такой. Тащим, тащим, тащим на подъем. Ох, погодка, погодка хорошая. Да, уже через 3 дня лето. Вот так вот. Время летит быстро. Вроде только была весна. А сейчас вот уже и лето. Лето, жара, солнце, пляж, мохито, море. В том году я на море не так часто был. Может, в неделю раза 2. Некогда было. Работали. Так, сейчас нам надо
переехать на эту сторону. Ну, пацаны, он уже раздетые. Жарко пацанам уже. Ну да, но если так идешь пешком, то как бы жарко. А если на велосипеде еще электро, то как бы скорость, как бы, и оно не так жарко. Ветерок такой обдувает. Притопим маленько. В объезд можно, а можно сюда на подъемчик. О, что это у нас? Одного деления нет уже. Ты мой магнит. Я быстрее поднялся наискосок, чем он объехал. Чувак, он на машине. Круг дал. Там же на машине тоже можно ездить по срезке. Тучки есть, но дождя не будет, я так думаю. А там кто его знает. Ты мой магнит. Пацаны, он в мяча гоняют что-то там. Лекьодор с туристами автобус. Мойка, автомойка, велосипедная автомойка, заправочка ТЭС, бензин 55,90, 95. Но нам заправляться не нужно, у нас полные баки. Полиция погнала. Вон горы нас уже встречают. Горы зовут. Сейчас мы на высоте 184 метра над уровнем моря. А подняться нам надо на высоту 1200
50 метров. Так, сейчас нам надо сюда вот вильнуть. Все зеленое такое, все заросшее уже. Красота. Но поздновато. Весна в этом году тоже сильно поздно все началось. Март был холодный весь. Апрель так то тепло, то прохладно. Ну, от 8 где-то 10 градусов до 15 было максимум. Раньше взять, если лет 5 назад, то мы уже в марте, уже жарень была. Уже было в марте 25. Мы, уже в марте мы ходили в футболках, в шортах. И причем в марте уже была более-менее погода стабильная. А последние вот годы стабильности нет. Погода нестабильная вообще никак. Нормальная весна более-менее сейчас в мае только. Март, апрель это так себе. Просыпается долго весна. Так, но мы тут петляем пока дворами. Сейчас нам надо выехать на трассу. Выехать надо. Трасса Е95. Вот так вот сейчас нам надо переехать. Так, подниматься мы не будем по ступеням. А так, пешочком сойдем. Опа. Все, начало пути на Айпетри. Виноградная, наш старт. Начало пути на Айпетри с Виноградного. Так, 6 километров
пока что у нас на спидометре. У Чансу, кстати, водопад сделали в этом году уже с весны для туристов платно. Ну, платно. Летом все равно там смотреть нечего, там водопада нету. Потому что уже таких сильных дождей нету. Он там, ну, может, еле капает. Не знаю. Ну, некоторые туристы, может, и будут проходить, смотреть. Но прям такого, чтоб увидеть мощного водопада, не получится летом. Так вот, они сделали платно с туристов. Сколько там, я не помню, с человека. Чи 100 рублей, что ли. Чи 150. Вот так вот, значит. А с местных бесплатно. Надо предъявить паспорт. Или оригинал, или в телефоне. Показываешь, и все. Проходишь бесплатно. Вот так вот. Сколько было бесплатно, а там поставили теперь все. Просто не пройдешь. Там они поставили типа бигборд, типа там на плакат этого У Чансу, основание его, всякое такое разное. И лавочки поставили. И все. Черепашье озеро бесплатно пока. Может, и скоро и там тоже сделают платно. Потом серебряная беседка тоже бесплатно. Так что так вот. А и Петри тоже можно подняться. Пока что бесплатно. Могут сделать там наверху, поставить типа шлагбаум и чисто за вот деньги пропускать. Могут и так сделать. Кто их знает. Раз они У Чансу сделали уже за деньги. Хорошо, что хоть местным бесплатно. То есть, когда вот именно сильный вот водопад осенью, зимой, именно можно насладиться природой. Так, время у нас там что-то было 4 с копейками. Надо успеть до 6 подняться, чтобы хотя бы не так было темно. Фотосессия, видеосъемка. Ну, здесь уже так чувствуется, что прохладнее, чем там, в самой Ялте. Но здесь тенек. Все закрыто. Солнца нету. Так что как-то так. Будем ехать всю дорогу в теньке.
Какие горы мощные. Красота. Зеленое все. Класс. Позавчера ездил на Иограф, Узенбашскую тропу. Поднялся до второй смотровой и пошел дождик, начал моросить. А там не оставалось буквально еще подняться, не знаю сколько. Чуть-чуть там, ну до креста 2000-летия. И я думаю, да не, ну его в баню, сейчас как ливанет. Думаю, ладно, в следующий раз поднимемся на самый верх. Ну, я поднялся на высоту 1140, а на самый пик там на высоту 1200, по-моему, 1240 что ли, или 1250 там. Вот, на эту высоту я не поднялся. И это вот при том, что весь маршрут самой Ялты и до вот этой вот высоты 1140 я поднимался полностью сам. То есть ни разу я не шел пешком, полностью поднимался. И даже не на турбо режиме, как мой любит друг подниматься. Такой говорит, а я только на турбо. Я говорю, ну давай. Вот. На турбо, так, на турбо. А я только на MTB. Сзади машина крадется. Слышу. Давай, обгоняй уже. Крадешься там. Ланос. На Ланосе попер на Айпетре. Так, 3 деления. Три деления. Фу-ху-ху-ху-ху. Пешком идут. Наверное, на остановке там в самом низу встали и пешком, наверное, пошли на Учансу. Ну, это самое только такое ближайшее, что можно посмотреть. А дальше аж выше там следующее, это Черепашье озеро. Ну так туда идти. Ого-го. Пешком. Ну, если только выехать, выйти с самого утра там, ну вот приехать на ту остановку, встать и пешком чисто на самый верх, на Айпетре. Но это прилично. Не знаю, сколько даже часов 5 или сколько идти.
Подъезжаем к водопаду Учансу. Что-то машин мало. Выходной день. А сейчас смысла здесь нет. Здесь как бы сейчас уже водопада толком нету. Смотреть не на что. Поэтому все едут дальше. Хотя вон туристы есть там. Что-то смотрят. А мы прям дальше, к Черепашьему озеру. Лесом пахнет. Класс. Черепашье озеро. Кстати, за сколько раз мы поднимались на Петре, и вот сколько раз мы были на Черепашьем, то черепашек мы видели только один раз. Именно так, чтобы они вот вылезли, что-то там походили, потом опять в озеро нырнули. Таким маленькие, небольшие черепашки-ниндзя. Черепашки-ниндзя. Здесь уже попрохладней, потому что тенек здесь везде, солнца нету, поэтому и прохладненько здесь. Ворота открыты. Зимой ворота периодически закрывают и ставят сюда машину с этим, ну, который чисто стоит и смотрит, чтобы никто не проскочил. Но это именно когда прям снега такие, лед там. Тут же дорогу не чистят, ничем не посыпают. Поэтому они смотрят, когда более погода такая опасная, то они машин не пускают. А вот на велике легко можно проехать. Он у тебя даже и ничего не спросит. Зимой я пару раз поднимался до Серебряной беседки. Один раз было вообще такое, что снег лежал такой конкретный, сугробы такие были, и я вот это пер. Серебряная беседка, там высота 860 метров. А вот на самый верх я зимой ни разу не поднимался. Да, ни разу. Можно было, конечно, это надо ставить шипованную резину, которая у меня лежит, есть Швальба 27,5 на 2,8. Но, конечно, там просто чем выше, так, высота у нас уже 530 метров. Ху-ху-ху. До Серебряной беседки осталось 350 метров. Но сначала у нас сейчас тут будет
Черепашье озеро. Подъемчики пошли. Сбавить скорость надо. Тащим, тащим, тащим в горы. Мне вот, я в Сочи был, мне вот нравится там подниматься на этот, там где Красная Поляна, значит там есть маршрут подниматься в горы на Красную Поляну 960 с самого низа по серпантину и вверх. Там дорога такая вся чистенькая, такая вся ровненькая. Вообще, ну это ж там строили к этому, к Олимпиаде. Вот, пешком он идут туристы. К Олимпиаде строили. И вот, и там второй маршрут с Розы Хутора, например, вот я даже на Ласточке доезжал с Адлера в Розу Хутор, вставал на ЖД станции этой там, и с ЖД я поднимался на Розу Хутор, как она там называется, где Роза, ну в общем на самый верх, там где канатка, все это, гостиницы, забыл как она правильно, Роза Пик, ну в общем поселок Роза Хутор, там горный, вот там аж вверху, объяснил, вот, и тоже там серпантинная дорога, тоже асфальтик такой весь ровненький, без ям, без ничего, но тоже к Олимпиаде все строили. Вот, там дорога, конечно, вообще бомба. Идеально. Гладенькая. Красота там, да. Мне вот там вообще, блин, понравилось. Вот это Красная Поляна 960. И Роза Хутор, деревня вверху там горная. Но, кстати, на самый пик там где вот называется Роза Хутор 2360, или как там высота, туда я не поднимался. Я поднялся на самый верх, и вот начало там, где начинаются гостиницы с левой стороны. Прямо едешь через тоннель. Вот. Прикольно, да, там. На Красной Поляне 960 поднимался на водопад Поликаря. 2 раза ездил, там высота на Поликаря 1500. Почти как у нас самая высокая точка в Крыму, Роман Кош. Там, где серебряная беседка, район Гурзуфа. Вот, а там вот Поликаря, да, водопад 1500 был. Прикольно там. Тропки такие широкие, и по лесу едешь, там такие виды бомбезные. Везде горы, класс.
Но вот там, где Роза Пик, этот, я туда не поднимался там дальше, не успел. Как бы катался все это, но я туда подняться не успел. Я то туда ездил, то туда. Разные маршруты были. И так я на самый верх, там этот Роза Пик. Вот этот там, где еще вечно фотографируются с этим, с медведем, с чем там. Вот туда я не поднялся. Так что, а там была высота у меня что-то тоже что-то 1500 или 1700 на самый верх, когда вот поднимаешься, и вот именно самое начало. Так, что у нас тут? 2 деления. Два деления у нас. Подъезжаем к Черепашьему озеру. Оно сейчас уже будет. Два деления. О, доехали. Ну, никого. Туристов нет, вообще никого. Сейчас мы вон сюда заскочим. Черепашек нету. Не видно черепашек. Сейчас вам покажу черепашье озеро. Вот оно. Сейчас телефон надо взять, заснять. Вот такая здесь красота. Черепашек не видно. Заходить туда нельзя, можно обрушиться. Газуй давай, Вася. Останавливаешься, сбиваешь ритм мне.
Так, я не посмотрел, сколько уже на часах у нас. До 6 успеем подняться или не успеем. До нашего места козырного. Там у меня есть такая смотровая типа. Я там постоянно туда еду. Зависаю там. Посмотрим, посмотрим. Одно деление. Мошки эти. Одно деление не хватает. В том году мне хватало до серебряной беседки почти одного аккумулятора. Что раньше? В том году разве было теплее, когда я ездил? Непонятно. На мотоцикле едет, выключил двигатель, потому что спуски одни, это наверх постоянно надо газовать, а вот вниз можно вообще аккумулятор, двигатель выключить и спокойно ехать. О, тут хоть, блин, нормально так светло. То эти деревья все закрывают, все, весь свет. Да, сейчас пойдут мошки всякие, комары. О. У лета есть свои плюсы и свои минусы. Или может, что я не пойму, сейчас мне не хватает до серебряной беседки. Или может я в том году весил меньше, а в этом году кило-два набрал. А, ну, кстати, да, может, да. Может, я вешу сейчас больше, чем в том году. Я ж занимаюсь. Турник, брусья, мышцы растут, все дела, плюс велосипед, мышцы, кило там 2 мышц, раз, и уже ощущается нагрузка на велосипед, поэтому и не хватает уже до серебряной беседки. Вот проезжаем сейчас эту базу. Да, уже аккумулятор все. Говорит, хватит. Сейчас встанем, переставимся. Можно даже здесь, в кармашке. Ой, ой, ой. Вот так вот. Фух. Сейчас переставимся и попрем дальше. Да. Свежий аккумулятор поставили, все, можно тащить на Айпетре. Так, снять огранку, я уже снял
Ограничение уже снято было. Хотя нет, тут еще до Серебряной беседки подниматься. Так что не так уж и близко. Так, что у нас там по километражу? 17 километров уже проехали. Давай, обгоняй там сзади. Летешься. А то я сейчас тебя обгоню. Турбо. Как подключим. Тара-тара-тара-тара. Пишут, не дают ехать. Фух. Поперли машины одна за одной. Все на Петре. Все на пикник. Здесь уже прохладнее стало. Сейчас будет уже скоро Серебряная беседочка. Но мы на нее заезжать сейчас не будем. Проедем мимо, чтобы не терять время. Лучше на обратном пути, когда спускаться мы будем. Лучше мы потом заедем. Сколько у нас сейчас на часах? 5 часов. Нормально. До 6 поднимемся. Главное, чтобы не было дождя. А то не хочется, чтобы дождь был. Ветровку доставать. Вот тут хорошо. Свет в конце туннеля. Фух.
домик этот заброшенный. Кстати, велосипедистов, которые поднимаются на Альпетри, можно встретить не так часто, например, как на мотоцикле в том же. Мало кто ездит на Альпетри на велосипеде. В основном шоссеры на шоссейных велосипедах, которые весят, велосипед сам весит 7 килограмм, 10 максимум. А на МТБ, или, ну да, МТБ горном, хоть обычный хардтейл, хоть хардтейл двухподвес, редко кто поднимается. Ну, чисто так, чисто сесть и как бы прокатиться, не вот так, что там специально с какой-то целью там. Чисто так вот, как вот я сел и поехал. Просто маршрут дня вот такой на Альпетри. Без фанатизма там, на время там, что-то еще там. Просто так. Я обычно люблю так. Там день-два у меня чисто катаюсь там в Семииз, там в Алупку, в Никиту, Гаспру, Гурзуф. Вот. А потом через день-два еду в горы. Но правда в горы лесники эти. Но ничего, все равно мы катаемся. Вот. И я вот езжу вот так вот. Чередую день чисто по асфальту, скажем так. Чисто там, где море. Мошки. Вот. А другой день еду в горы, горная местность, подъемы жестокие такие. Тащим, потеем. Вот. Горы у нас это в основном вот Альпетри, Ягодка там, потом Боткинская. Там спускаемся по лесу до Учансу там. Вот, потом Иограф. Потом у нас Массандра идет. Можно было он по срезке ударить. По срезочке. О, май. Проехали Серебряную беседку. Высота 860, да, как я и говорил, в принципе. 860 метров высота у нас Серебряной беседки. Но там может 858 там или 862. Может быть, не вот прям ровно. Проехали 19600. 15 километров 600 метров. До нашего места конечного в одну сторону 27-28 километров. Тут.
Все заросшее такое. Месяц назад все такое было голое, серое. А сейчас все зелененькое, заросло все. Этот он, тут набираем водичку. Сейчас тут будет спуск по тропе Ягодка. Но она начинается аж на самом вот плато Айпетри. А это ее как бы, ну как бы часть ее там ниже. То есть, допустим, начало ее на самом плато 1200, допустим, 50, а здесь ее продолжение 890 метров. То есть она идет частями. Раз, раз, раз и поехал. Но вот именно вот это идет дорога такая, перерезает, то есть тропу эту, дорога эта. И там выше тоже есть, перерезает где. Вон мы уже проехали, кстати, поворот на Ягодку. Топим дальше. Тет-тет-тет-тет-тет. Гимми, гимми, гимми. Сейчас пойдут самые тяжелые подъемы. Мошки, падла, летают. Поворот сейчас направо. Ну это так себе. Там дальше будут повороты такие именно посерьезней. Так, нам пишут опять. Надо ответить. А не, пока нам никто не пишет. Пока мы едем дальше. Переключимся. Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme. Gimme, gimme, gimme. Фух. Хорошо, воздух чистый. Дышать надо таким воздухом. Чаще лесным, горным. Горно-лесным воздухом. И еще плюс морской бриз. Hey down, down. Есть дорога более-менее нормальная, а есть, конечно, убитая капец. Ямы одни. Как-то вот периодами. Там нормально, там нет. Одно деление спалили. Наверное, все-таки сегодня не 25. Наверное, сегодня градусов 20 где-то. То есть что-то я думал, что 25. Я так думаю, что нет. Никак не 25. Просто что там внизу теплее. Там может как бы ощущается плюс 25.
Мошки, блин, капец. Фух-фух-фух-фух. Да-да-да-да-да. Да, последний раз я здесь был неделю назад где-то. Не так здесь прям было. Сейчас вообще все заросло капитально. Но вот через день были дожди, и оно вообще заросло все после дождей. Фух. Еще 5 километров нам. 5-6 километров. Мошки залетают прям под очки. Подъемчик. Да задолбали эти мошки. Лезут под шлем, под очки. Сейчас он уже скоро с правой стороны вам покажу вид на море и на Ялту с высоты 1000 метров над уровнем моря. Еще нам 250 метров подниматься. Тут зимой, после того как снег начал таять, камни падали, обрывы были. Маршрутки.
Блин, мошки капец. Летают. Жесть. Спил деревьев был. Дерево упало и все. И дальше его не подняли. Подъемчик сейчас пойдет. Одни подъемы. Ой, забыл переключиться. Кто-то сзади едет. Газует кто-то на машине сзади. А вонючий навонял нам тут на ремонт. Пора тебе. Подъем. Надо переключиться. Оп, 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 оп. Еще пару подъемов вот таких вот, и мы на плато. Вон, видно, не? Подъемчик пошел. Сейчас на вот этот еще, вон скала. Сейчас на вот этот будем подниматься, следующий поворот, и там уже будет прям видно море с высоты 1100 метров, почти уже 1070 сейчас. Проехали 23 700, 23 километра 700 метров. Кстати, это видео выйдет не скоро, где-то в июле, где-то так.